Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что в тюрьме в Восточном Туркестане скончался уйгурский педагог, поэт и писатель Абдусамет Рази. Согласно информации, полученной радио «Свободная Азия» из региона, новость о смерти уйгурского писателя подтвердилась. Абдусамет Рази – один из исследователей, возглавляющих список заключенных интеллектуалов. Директор норвежского уйгурского фонда Абдували Эйюб, составивший список, сообщил, что Абдусамет Рази был похищен в 2017 году и приговорен к 20 годам тюремного заключения в 2019 году. Он был освобожден в 2021 году из-за проблем со здоровьем и снова отправлен в тюрьму в сентябре 2022 года. Он умер в тюрьме 31 августа этого года. Китай пытается распространить свою пропагандистскую деятельность на страны Азии, чтобы скрыть систематическую практику геноцида в Восточном Туркестане и изменить восприятие международного сообщества. Стало известно, что в Южной Корее была запущена черная пропагандистская кампания с темой «Наше дикое место Синьцзян». Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, 16 ноября в столице Южной Кореи Сеуле китайский режим провел церемонию открытия недели культурного туризма, которая стартовала под лозунгом «Наше дикое место Синьцзян». В новом докладе Human Rights Watch утверждается, что Китай закрывает, сносит и переоборудует мечети для своих целей. Human Rights Watch заявила, что эти действия являются частью системных усилий по предотвращению распространения ислама в Китае. Доклад был опубликован после того, как появились свидетельства систематических нарушений прав человека в отношении мусульман-уйгуров, проживающих в Восточном Туркестане на северо-западе Китая. Пекин отрицает обвинения в нарушении прав человека. По данным Human Rights Watch, купола и минареты 3 из 6 мечетей в деревне Ляоцяо в автономной провинции Нинся были разрушены. Основные площади оставшихся 3 мечетей были снесены. Кабинет министров Израиля одобрил соглашение, которое предусматривает временное прекращение огня и освобождение некоторых заложников, удерживаемых Хамасом. Соглашение, заключенное при посредничестве Катара, также предусматривает освобождение большого числа женщин и молодых людей, содержащихся в израильских тюрьмах. Хамас также выступил с заявлением, подтверждающим соглашение и приветствующим гуманитарное прекращение огня. В заявлении также подчеркивается, что 150 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены в соответствии с соглашением. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон будет рад играть конструктивную роль на Ближнем Востоке, а также слышать комментарии от партнеров в регионе о том, что нет замены лидерству США. На пресс-конференции Миллер ответил на вопрос журналиста о встрече главы МИД КНР Ван И с министрами иностранных дел Палестины, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта и Иордании в Пекине. Между Китаем и Саудовской Аравией было подписано соглашение о валютном свопе для использования местных валют в двусторонней торговле. Согласно совместному заявлению центральных банков двух стран, в рамках трехлетнего соглашения можно обменять 50 миллиардов юаней, около 7 миллиардов долларов, и реалов.